Добрый день, дорогие телезрители, мы приветствуем вас. Вы смотрите очередной выпуск программы «Подворье». Обратите внимание, нахожусь я рядом с прекрасным, маленьким, милым, очень мягеньким существом. Это кролики. Сегодня мы поговорим о том, как их разводить, насколько сложен уход за ними. Ну и, конечно же, какие породы кроликов можно разводить в нашей республике. Ну, хотелось бы еще напомнить, дорогие друзья, что у нас стартовал конкурс на лучшую баньку. Все подробности вы можете найти на социальной странице нашей программы, а также на сайте. Конкурс продлится до осени, поэтому успевайте. Если вы считаете, что ваша банька уникальна, если вы считаете, что в вашей баньке есть что-то классное, чем можно поделиться и рассказать, пишите нам, мы приедем, снимем небольшой сюжет про вашу баньку, и вы автоматически станете участником розыгрыша. Осенью мы подведем итоги путем голосования, и кто-то из вас получит замечательно классный подарок, приз. То есть приз будет весомый. Ну что, переходим к нашей теме. Замечательно милые кролики. И, конечно же, о них нам расскажет вновь Юлия Гвиняшвили, глава крестьянско-фермерского хозяйства. Юлия, здравствуйте. 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 Вот это все ее детишки маленькие. Маленький кролик, так сказать, но весит он у нас около 9 килограмм. Около 9. Это самочка. Она у нас относится к классу гигантов. То есть, вот показать вам вот ее такой гигант. Реальные размеры. Вот. Такой небольшой кролик, так сказать. Мы занимаемся, вот, как вы заметили уже, мы занимаемся крупными животными. У нас куры крупные, козы крупные, кролики крупные. Кроликами мы занимаемся уже как бы давно. Кролики у нас, начинали мы с простых кроликов, потом уже так же, как и все остальные животные, начали завозить породу кроликов. У нас уже в хозяйстве побывало множество разных пород, но пока вот в данный момент мы остановились на 2 породах. Это у нас гиганты, французские бараны. Вот это баран? Это гигант. А, это гигант. Это гигант. Гиганты, вообще кролики делятся на несколько категорий. Есть карлики, есть декоративные кролики, есть скороспелые кролики, есть великаны и есть гиганты. Карлики, они до килограмма, ими занимаются обычно в квартирах, то есть это для детишек. Ну, но да. Я бы тоже вот не сказала, что карликовых кроликов держать дома хорошо, потому что все равно кролик вызывает аллергию. Это вот на дачном участке, в частном доме еще можно допустить, а в квартире, честно говоря, нет. Мы пробовали, нет. Так, потом идут, после декорации, идет декорация. Это рексы, которые идут на шкурку, это вот наши шубы, которые стриженные, бобры и тому подобное, да. Потом идет у нас скороспелый вид кроликов. Это есть и бройлерное направление, это есть и просто мясное направление. Они идут до 5 килограмм. До 5. И есть великаны, они идут от 5 до 6 килограмм. И вот уже гиганты идут от 6 килограмм. В моем видении я самого большого видела 9 килограмм. А вообще в других странах даже до 27 килограмм вырастают кролики. То есть был такой поставленный рекорд. С ума сойти. Я не представляю такого. Я не представляю такого кролика, да? Да. Вот скажите, пожалуйста, вот этому чуду сколько лет? Ей годик. Вот она так. еще не рожала, она у нас молодая самочка. Но вот в этом году мы решили обновить папочек, потому что кровь нужно обновлять. И убрали папочку. Надеюсь, что ее покроет французский баран. Но покрыть он ее не может, потому что она слишком большая для него. Поэтому мы ждем, пока у нас вырастет молодой мальчик для наших девочек. В принципе, гиганты, они половозреют к году, где-то с 8 до года. Поэтому я надеюсь, что она дождется своего принца. Дождется. Но и когда она уже дает потомство? Как часто вообще кролики? И это зависит от породы или, в принципе, у них примерно одно и то же время? У кроликов вообще охота приходит каждые 5 дней. Беременность
у крольчихи от 28 до 32, иногда до 34 дней. То есть месяц примерно, да? Но вообще очень часто кто занимается уплотненными акролами. Я вообще противница уплотненных акролов. Я могу допустить один уплотненный акрол в год. Что такое уплотненный акрол? Это самка только родила, и ее сразу же запустили. То есть пока она кормит малышей, она еще и вынашивает беременность. Это плохо. Ну, обычно это придерживается на фермах. Там, где самочки постоянно обновляются. То есть с нее сняли несколько поколений малышей, убрали и следующую посадили. А если вы держите кроликов несколько лет, то вы просто замучаете самку, у вас будет слабый молодняк. Ну, то есть уплотненные акролы я допускаю только один раз весной. А так вообще самки с малышами, малышей держу с самками до 2 иногда, до 3 месяцев. Но в 3 месяца уже, допустим, крольчата начинают проявлять свою половозрелость. И поэтому мы стараемся уже и самочку отсадить, и девочек от мальчиков отсадить. Так, хорошо. И вот мы видим, там у нас в клетке, да, сидит мамочка как раз с этими маленькими крольчатами, да? Они совсем маленькие. Это им сколько? Нет, это уже больше 45 дней, то есть 1,5 месяца. Эта самочка у нас не крупная, но это помесь, получается, Калифорнии французского барана. И вот вы посмотрите, какой красивый голубой цвет выпал. То есть мы экспериментаторы. Мы мешаем породы, мы мешаем классы. Вот нам это нравится, это интересно. И мы уже закрепили сами у себя в хозяйстве шоколадный цвет. То есть я знаю, у кого будет шоколадный цвет. Мы закрепили серебряный цвет, мы закрепили голубой цвет. Но это закрепление идет это годами, годами, годами. То есть это надо подбирать линии. Ну, это, как говорится, сложный такой. Сложно. А насколько привередливы они в питании? То есть вот чем кормят тех самых кроликов, чтобы у них была та самая такая качественная шерсть и то самое вкусное мясо? Ну, вообще, кроликов мы кормим универсальным комбикормом. Мы покупаем универсальный комбикорм алтайского производства подворья. Покупаем в магазине ООО «Тимин». Это комбикормовый магазин, где можно купить все. Вообще, кроликов раньше мы кормили ячменем, но на одном ячмене у них все-таки идет нехватка. Так вообще добавляем ячменем комбикорму, но они начинают рыхлить, перемешивать все это, начинается под клетками очень много корма, поэтому как-то мы придерживаемся комбикормов. У них очень любимое лакомство – веточный корм. Это березка, это тальник. Мало того, что он полезные витамины содержит, он еще и вяжет. То есть все кишечные проблемы. Также мы в летний период можем давать им дополнительно хрен, полынь, то, что природно глистогонит. Вообще кролики тоже проходят у нас профилактику. Сначала идет в месяц пропойка от кокцидозов. В 1,5 месяца у нас идет вакцинация. Насчет вот вакцинации, да, многие боятся вакцинировать кроликов от геморрагички. Но просто я приведу пример. В 90-х годах мне подарили вот с чего началось у нас кролиководство. Мне подарил дедушка 2 самки и 1 самца маленькими крольчатами. И у нас из этого количества, ну тогда еще были простые кролики, из этого количества, ну я не знаю, может быть за сезона 2 увеличилось поголовье до 300 голов. Правда, они у нас жили не в клетках, у нас жили в одном большом помещении, это было вольерного типа старая банька. И они там плодились. У меня не было такого, что мы ставили им домики какие-то или еще что-то. Они сами где-то рыли гнезда. Ну, то есть вообще казалось, что кроликов держать вообще без проблем, пока мы не занялись породой. И вот в тот момент у нас по республике прошла геморрагичка. Она начиналась внезапно, то есть сегодня у меня все поголовье было здоровое, а на завтра начался мор. И причем сотнями гибли. Тогда вот еще не было прививок от геморрагички, то есть мы столкнулись с этой болезнью. Это не только по республике прошло, это по всей России прошло. И мор кроликов произошел везде. И после вот этого я начала прививать кроликов от геморрагички. Поэтому, да, такие процедуры, как пропойки, вакцинации животным нужны. Потому что очень много болезней таких, которые может заболеть человек. То есть к этому нужно относиться очень серьезно. Да. Хорошо, мы все-таки говорим сегодня про породистых кроликов, да, вот тут у нас уже уснула, видимо, да, дама поела. А еще какие у нас есть? Ну вот сейчас я покажу вам ребятишек французских баранов. Французские бараны. Да, французские бараны. Это тоже тушка у них 6-8 килограмм.
получается. Они вислоухие, то есть вы видите, как у них висят ушки. Видим. Да, крольчата с толстыми мордочками потом станут. Это у нас двухмесячные крольчата, ну, 2,5 месяца им. Это чистокровные французские бараны. Вот, допустим, привезти их, нам, первых мы, которых привозили, они нам обошлись каждый крольчонок по 15 тысяч. В нашей республике таких цен, конечно, нету на продажу, даже если, это только если сам кто-то себе привезет. Так у нас крольчата стоят 1000 рублей 45 дней. Со временем они, конечно, себя оправдают. У них вкусное диетическое мяско. Но, опять же, сейчас вот у нас немножко такая проблема создалась, что нам запретили забивать во дворах скороспелых. Да, То есть мы можем продать сейчас только живым. Мясом мы не продаем. Вот так вот, Сейчас да? я вам покажу взрослого французского баранчика. Интересное название. Это как можно было кролику дать название французский баран? С чем это связано? Ну, почему называют их баранами? Потому что, вот посмотрите, у них тупая мордочка, как у баранов. У них нету длинного носика, как у всех кроликов. У них ушки висят. У них толстая шерстка. Какой он мягкий. Это вот, ой, этот вот у нас мальчик. Мальчик. Обратите внимание, дорогие друзья, к нам в эфир практически забежала молодая, юная Настя Шапошникова. Девочка мечтала попасть на телевидение, мечтала попасть на эфир, и сегодня мы решили пригласить ее поучаствовать, посмотреть, как все это происходит, съемочный весь процесс, познакомить ее с замечательными кроликами, ну и, конечно, послушать, что рассказывает нам про них Юля. Настя, какие-нибудь вопросы созрели? Вот если, например, смешивать одну самку с одним самцом, а ее можно потом смешивать с другим? Да, конечно, можно. Вот мы и получаем, допустим, помесь-гибриды. Это не как у породистых собачек. Там я слышала тоже такое, что породистую собачку нельзя покрывать другой кровью, потом может выпасть что-то. У кроликов такого нету. В принципе, каждую крольчиху можно сейчас одним кроликом покрыть, потом другим кроликом покрыть. Но между собой потом этих крольчат скрещивать будет нельзя, потому что у них все равно будет общая кровь. То есть нужно всегда новую кровь? Да, поэтому у нас кролики сидят в клетках. Кролики раньше у нас имели имена. Сейчас у нас уже у кроликов... Так, я сейчас не покажу, наверное, этот еще у нас без татушки. Мы ставим татушки на ушки, чтобы не запоминать имена. То есть у нас идет номерок на ушке, и мы уже знаем, с какой линии, какого класса, какой кролик, когда родился. Дальше ведется журнал, а в журнале мы пишем дату рождения. То есть у них здесь вот чуть-чуть это все должно быть строго. Почему? Потому что, допустим, если вы будете скрещивать родственную кровь, во-первых, со временем они будут мельчать, и мы придем опять к таким маленьким-маленьким кроликам, как были в 90-х годах. И, во-вторых, начнутся уродства. Слабый иммунитет, уродство, то есть неправильное вращение зубов. У них очень часто развито при родном скрещивании, что зубки растут, а их остановить не могут, кролик перестает кушать. Ну, вы до начала нашего эфира рассказывали о том, что уход за ними такой достаточно щепетильный, да, потому что нужно их постоянно вычесывать. Нет, насчет вычесывания это только сезонно. Это вот сейчас весна, это сейчас вот если его прочесать, будет шерсти очень много. Весна, вот у них начинается период линьки, а так вот, чтобы прямо у них шерсть сама чистится. Единственное, что уход за клетками. Клетки приходится обжигать, потому что шерсть это нарастает, как сказать, как паутина. Иногда приходишь, смотришь, как в избушке Бабы-Яги. Ну, и поэтому приходится обжигать постоянно паяльной лампой. Вообще клетки у нас сделаны так, что у нас пометоудаление на расстоянии, моча у нас отдельно стекает, то есть отделение идет. Помет кроличий, ну вообще... По санправилам не разрешают в огород, мы должны утилизировать. А так вообще это хорошее удобрение для огорода. Его можно сразу добавлять в огород. Вон оно что. То есть такое безотходное производство практически, да? Все пригодится. Ну да, но сейчас вот как бы запретили. Запретили, да. Так. Мы должны утилизировать весь помет. Вот это у нас тот самый баранчик французский, да? Давайте покажем, как у нас готовятся
как это К правильно рождению сказать? малышей. К рождению малышей, да. Сейчас, секундочку, я мальчика посажу. Давайте, уберем его. Вот сейчас сразу хочу показать, Давайте. как мы правильно должны держать кролика, пока я его поднимаю. Вот, а, кстати говоря, Нельзя лайфхак. кролика поднимать за уши. Вот как Это мы нельзя. видели, да, на картинках вот поднимают за уши зайца, Вы кролика можете нельзя. свернуть шейку кролику. Поэтому мы всегда берем за холочку. Холочка. Вы можете взять ушки, взять шейку и обязательно страхуем попу. Вот тогда вас кролик никогда не поранит, и вы можете делать с ним любые манипуляции. А вы- Если вы возьмете Да, так, вот тут. опасные лапки. Вот меня вы уже можете, предупредили об этом. поранить. И живот они могут вам поцарапать, и руки поцарапать. Но, допустим, у каждого животного в когтях накапливается инфекция. Вот так вот. Поэтому берегитесь задних лапок таких милых кроликов. Как даст, так даст, да? Так, хорошо. И давайте посмотрим, как у нас тут идет Ну вот сейчас подготовка. переходим к этой клеточке. В этой клеточке у нас родильни. Здесь живут девочки. Клеточку делал сам мой муж. Изобретаем мы постоянно то одно, то другое. В клеточке у нас мамочка сидит в отдельном помещении, получается. У нее там сеточка, чтобы она писала, какала. Кролики вообще чистоплотные, они любят один уголок. Здесь в дырочку она заходит в домик свой, спускается вниз и делает гнездышко. Почему у нас делается здесь полочка? Полочка делается, потому что часто самочки затаптывают малышей. Самочки затаптывают малышей в том случае, если самочка чувствует опасность. Опасность может быть даже вот если бы сейчас самочка родила, я бы вас к клеточке уже не подпустила. Даже чужой голос у нее вызывает страх, и у самки самозащита малышей – это их уничтожить. Да вы что? Она не сохраняет тогда потомство, она считает, что она лучше их уничтожит, чем они достанутся чужим. Поэтому тоже вот есть такой совет. Если у вас частые посещения крольчатника бывают, если ребятишки или еще что-то, тогда в том случае желательно в крольчатник ставить радио, чтобы кролик привыкал к звуку, чтобы резкие звуки никогда не напугали самочку с малышами. Ну, во-первых, еще, почему здесь вот, допустим, фанерочка у них? Потому что все тяжелые кролики страдают пододерматитом. Пододерматит – это они натирают мозольки себе на задних лапках на сеточке, и поэтому обязательно фанерка должна присутствовать в клетке у кроликов. Поэтому вы видите, то там фанерка, то тут фанерка. Конечно, ее чистить намного сложнее, но тогда иначе у кроликов страдают лапки. Вот там наверху мы видим, да, как раз-таки того самого декоративного кролика, которых многие, наверное, уже видели, привыкли видеть их в домашних условиях. Ну да, у нас есть карликовый декоративный кролик, у нас остался один мальчик, его зовут Яша. Он к нам попал от знакомых, причем у знакомых он прожил 5 лет, и еще и неизвестно, сколько до знакомых он еще у других прожил. То есть Яша у нас прошел такую долгую жизнь по разным хозяйством. Ему уже больше 8 лет. Точно я не могу сказать, какой возраст у него. Он у нас активный до сих пор. Он у нас готов покрыть даже самку гиганта. То есть половозрелость у него не угасает. Ну а так вот он у нас декорация для красоты. Наш символ, как сказать, маленький и большой кролик. Да, это да. самый маленький кролик. Это мальчик. Мальчик. А здесь у нас заснул товарищ. Здесь у нас сидит мальчик-производитель. Он просто отдыхает. Почему такая большая клетка? Клетка Потому что ему одному. самочек, чтобы он покрывал самочек. Здесь вот как бы просторно ему. Он покрывает самочек, а так вот вообще вот в этих клетках, в маленьких, самочек им покрывать тяжело. Им нужен разбег, им нужен заскок на самочку. А вообще, если вот так взять из вашей практики, какой окрас считается самым таким ценным, дорогим, если все-таки мы говорим Самый о шкурке? ценный окрас и дорогой – это белый. Почему? Белый. Потому что белый можно покрасить в любой цвет. Но натуральные, допустим, окрасы, вот, допустим, если мы возьмем вот такую шкурку голубую с серебром, Да. нужно подобрать рисунок. Вы представляете, если у одного чуть темнее, у другого чуть светлее, и собрать ту же шубу или еще что-то, оно будет очень сложно. И когда идут однотонные окрасы, тогда, конечно, более правильно. Но скажу, что мы шкуркой не занимаемся. Правильно. То есть шкурка у нас вся идет на утиль.
Это очень тяжело, то есть вручную выделывать шкурку очень сложно. Там очень нужно много химикатов. И если без химикатов, то это кефиры, сметаны. Ну, честно скажу, я никогда не практиковала выделку шкурок. Но у нас есть сахабулт. В принципе, они выделывают шкурки. Но единственное, что они не выделывают маленькими партиями. Только крупно. Они копят и только тогда выделывают. А вот что касаемо мяса, вот если мы заводим кролика, он у нас вырастает до года. В год мы уже можем размножать их, да? Каждый месяц они дают потомство. А вот забить-то самый минимальный срок, когда можно? Уже когда вот это мясо набирает. Да. Или я это по поняла желанию хотят? ваш Или вопрос. все-таки по определенный килограмм он достигнет, только тогда его можно забить? Ну, опять же скажу, кролики делятся на несколько классов. Вот, допустим, самое выгодное держать скороспелых. Это есть такие породы, как Калифорния, новозеландские красные, новозеландские белые, венские. Они уже созревают и половозреют в 5 месяцев, и созревают на мясо в 4-4,5 месяца. Но, соответственно, тушка будет не очень большая. Но опять же, приведу пример. Вот, в принципе, в чем разница? Допустим, скороспелая отрасль, я беру кролика, 5 килограмм, я его забила и получила 3 килограмма чистого мяса и 2 килограмма отходов. Вот так вот. Слушайте, беру великана, 6 килограмм, забила, получила 3 килограмма мяса и 3 килограмма отходов. Вот так вот, да? Получила гигантов, взяла гиганта 8 килограмм, получила почти 3-4 килограмма мяса, остальное отходы. Вот поэтому вот эта разница. Еще и плюс считайте, что скороспелая меньше растет, великаны еще дольше растут, а гиганты еще дольше растут. Вроде бы как на мясо выгоднее держать скороспелые отрасли. Но у нас люди глазами любят гигантов. Вот вы сами видели, вытащили. Надо У нас даже увидеть это, да? приезжали охотники, смотрели окрас агути и говорили, можно мы купим у вас такого крыла, и мы скажем, что это заяц. Я говорю, ваш фокус не пройдет, потому что у зайца темное мясо, это дичь, а кролик это все-таки диетическое белое мясо, оно даже вот чуть-чуть похоже на курятину, но оно такое сочное. То есть тут все-таки нужно разбираться, да? Не получится, да? Да, не получится обмануть. А вот такой красивый серый раскрас, он тоже в цене или нет? Вот там? Ну да, это шиншилла. Раньше, вспомните, в советские Да, времена да. такие шапочки были у нас, и мы Вот. все гонялись за этими шапочками. Я как раз таки вспомнила шапку своего детства. Да, она относится к великанам. Это не гигант, но она тоже как бы не маленькая. Да, я вот смотрю у нее. Ой, боже мой. Вот Ох такая ты, девочка боже у нас. Это девочка. Скажи, лежала себе спокойно, да? Вдруг увидели меня. Вот такую шапку я помню кроличью, такой расцветки из детства своего. Да, у них она более такая равномерная окраска. Пусть она и пестрая, она более равномерная окраска. Хорошо, для тех, кто, возможно, посмотрев нашу программу, все-таки отважится разводить кроликов, вот чего нужно опасаться? Ну, помимо того, что они вот могут заболеть, да, еще вот что в содержании, в питании, возможно, в уходе, именно по кролиководству. Ну, в первую очередь, конечно, вы должны рассмотреть, где вы их будете содержать. Сейчас, в принципе, у нас в Якутии много кто держит вольерно, много кто держит зимой на улице. Но сразу скажу, вот такие крупные породы, им будет тяжело. У них, во-первых, большие уши, они будут отмораживаться, лапки где-то будут отмораживаться. А средние породы, в принципе, у нас в Якутии показали себя хорошо в зимовье. В принципе, мы зиму держали на подрост, на мясо крольчат в теплице. Опять же, теплица наша, ваша. занимали кролики и вырастало хорошее мясо. Чем хорошо в холод, у них очень плотная шкурка, у них набирается жирочек и такое более мышечное мясо получается. Ну вот в первую очередь рассмотреть. Если вы дальше хотите все-таки на разведение, и если вы хотите дальше получать поголовье, то все-таки оно должно содержаться в клеточках, чтобы у вас был контроль. Еще вот скажу такое, что в вольерах очень опасно выпускать самок с самцами. Потому что самка, если не в охоте, она может просто кастрировать самца. Вот такие истории бывают. Да. Поэтому или у вас должен быть на всякий случай запасной самец, или вы должны потихонечку с малых возрастов
подпускайте самца к самочкам, чтобы они бегали в общем вольере. Ну и вольер должен быть большим и с укрытиями. То есть, чтобы, если его кто-то обижает, чтобы он мог убежать и спрятаться. Вот так вот, да. Настя, я смотрю, Насте тоже созрел вопрос к концу нашего. Наш юный корреспондент. Настя, задавай вопрос. Могут ли быть какие-нибудь серьезные последствия после укуса кролика? Если у вас кролик проходит все вакцинации, все прививки, то серьезного ничего нету. А если, например, он поцарапает? Ну, тоже обрабатывайте зеленочкой, или лучше даже не зеленочкой, а йодом. Это место, где где он вас поцарапал. И я так думаю, если это домашний кролик, и он у вас содержится в чистоте и во всем, то опасности не будет. А если он прям очень сильно ударит, царапает и пробьет кожу, что будет? Ну, опять же. Ну, как обычная рана. То есть, если рана серьезная, требует там зашивания, там еще что-то, то, конечно, все по медицинским показаниям. Ну, к врачу нужно будет обратиться или хотя бы обработать, Настя. Так что, надеюсь, пока ты здесь ходила во время съемок, тебя никто не ударил, не поцарапал. Ну, значит, все будет хорошо, потому что здесь у нас все кролики привиты. Итак, дорогие телезрители, на этом, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Мы вновь благодарим Юлию Гвиниашвили за то, что принимает нашу передачу у себя здесь на территории, рассказывает, показывает. Надеемся, мы приносим пользу не только себе, да, но и вам, дорогие друзья. Если у вас есть вопросы, вот Настенька покажет, отправляйте их на номер телефона, который вы видите прямо сейчас. По WhatsApp пишите вопросы, мы обязательно прочтем, отреагируем, либо свяжем вас с нашими гостями, либо попробуем ответить сами своими силами. Поэтому, если есть вопросы, пишите, звоните. Не забываем про конкурс на лучшую баньку. Ну и увидимся завтра в это же время на этом же телеканале. До новых встреч! До свидания. Bum 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 bum.